есть тут можна людям, виборцям, які цікавляться менавіта программами, казати про те, що це не ваші, там, скажем, особистые придумки, бо шмат хто критично ставиться до кандидатів і питає, чи маєте ви досвід там, праці у державних органах, а чи маєте ви там, адукацію економіста, там, або там, ту, яка там, дозволяє писати програми. Треба сказати про свій, звісно, досвід, але треба сказати, що от моя програма – це плод праці відомих в Білорусі експертів, які розбираються в цих сферах, які ведають, що сказати. І коли я там трапляю, умовно кажучи, в парламент, я там буду не один, хто буде оживлять цієї реформи. У нас є ціла команда і шмат людей по Білорусі йдуть з цією програмою цих реформ. Це так само добрий аргумент для шмат яких виборців, коли вони бачать серйозність підходу. Може бути про або питання, або про економічний блок, користуючись тим, що є Сергій Чали. Він коротко може сказати про те, на що варто звертати увагу зараз, коли розмовляється з виборцями, що їх хвилює, ну, це більше ми всі ведаємо, але що можна сказати, чому так відбувається в Білорусі і який виход от з цієї кризисної ситуації може бути, коли, скажімо, або будуть демократичні переутворення, або ну, сьогоднішня влада візьметься за розум, що, звісно, однольково маловероятно, то і другое. Но тим не менш, знову таки я просив би послухати його, звернути увагу на його виступ, тому що це ті речі, про які можна серйозно розмовляти с выборцами по час кампании. Основная идея, как вы понимаете, вот этой программы вообще заключается в том, что чем это отличается от всего остального, что было раньше сделано до и делается помимо, это то, что действительно была попытка создать не партийную программу, а программу, которая с одной стороны бы формировалась с точки зрения запросов людей, то есть там было организовано рейтинговое голосование тем, которые наиболее беспокоят население. Соответственно, под это подбирались уже сказать, профильные эксперты, которые старались высказать какие-то мысли, ну и, соответственно, одновременно же устроить обсуждение уже высказанных этих соображений. То есть, что принципиально здесь важно, вообще, как я понимаю, идея была собрать самое лучшее, что только есть, всех специалистов, которые были доступны, и фактически итогом как бы, этой программы в общем, стало то, что, грубо говоря, про нее можно говорить, что она по определению, да, по своему смыслу уже прошла экспертное обсуждение, потому что она экспертами уже и писалась. То есть это не то, что программа, знаете, как раньше у нас всегда было, там, просто чтобы было, да, вот у кандидата, а это именно попытка сначала сделать программу независимо от того, для кого она будет делаться и кем она будет делаться, может быть даже и самой властью, это тоже, в общем, как бы маловероятно это не было, но это не исключено, почему бы нет. Вот. Так что именно этим она и была хороша. И именно в этом, собственно говоря, был в том числе и моя мотивация там участвовать. Вот. Что касательно момента уникальности ситуации экономики и этих выборов, то это связано с тем, что произошло, в общем, как сказать, серьезное осознание того, что случилось в результате этого экономического кризиса и вот этого периода относительной стабилизации, который, в общем, оказался на самом деле с такой стабилизацией на дне, потому что стало ясно и для власти в том числе, и для специалистов, и для населения тоже, что в действительности сильно лучше, чем есть сейчас, в обозримом будущем не будет. Нет для этого ресурсов, нет для этого источников роста, и фактически, скажем, вот те спецэффекты внешние, которые у нас были в экономике, которые создавали иллюзию того, что мы так хорошо живем, они все пропали, и вот, значит, этот эффект развеялся, да, и стало ясно, в общем, что только то, что есть у нас сейчас, это то, что на настоящий момент экономика может дать. Вот если ныне $450, это и то даже, наверное, немножко больше, чем она себе позволить может. Потому что, вы видите, более того, и хрупкость этой ситуации, кстати говоря, и власти тоже хорошо понимают, потому что вы же
хорошо должны как бы сами догадаться, что означает, когда впервые перед выборами уже власть отказалась от исполнения своего уже анонсированного обещания повысить зарплату бюджетникам с 1 августа. Этого не случилось. Это говорит о том, что они боятся, что это нарушит вот это вот хрупкое равновесие экономики. Ситуация такая, что вот случилось как бы самое, по большому счету, худшее с моей точки зрения, что могло произойти, а именно, значит, избежали какого-то вот чего-то особо страшного, особо даже не успели испугаться, довольно быстро этот кризис, в общем, хотя это можно было сделать несколько раз быстрее, но довольно быстро его купировали, но и при этом как бы оказалось, что, в общем-то, и положительного тоже на самом деле ничего нет, да, и роста тоже, в общем, никакого не предвидится. Несмотря на потрясающие эти бравурные там заявления о том, что будут созданы 200 тысяч там за 3 года высокопроизводительных рабочих мест, это все на самом деле пожелания властей, которые ничем вообще не подкреплены. Нет для этого источников, не видно, просто неоткуда взяться. Вот. И получилось, что мы же знаем у нас прекрасно, что у нас что-либо хорошее в экономике там, делается только тогда, когда становится по-настоящему страшно. Как только стало ясно, что пронесло, да, что вот мы там с Россией договорились по условиям поставки там, энергоносителей, которые позволяют нам получать нефть и газ в 2 раза дешевле, чем могло бы быть. И, в общем, стало ясно, что это особо так позволяет барахтаться, но куда-то там прорыва никакого не дает. Ну и в то же самое время от самого страшного тоже, в общем, гарантировано. И становится ясно, что а зачем вообще тогда дергаться? Можно же ничего особо не делать и просто надувать щеки и там, делать вид, что само оно внезапно там что-то улучшится. И это на самом деле очень большая угроза вот такого рода бездействий, просто в силу того, что никто не пойдет на какие-то шаги, которые способны, вот, как я уже говорил, нарушить сложившийся баланс. Потому что никто сейчас уже не хочет стать, вот на кого будут показывать пальцем, вот теперь уже мы знаем, из-за чего этот кризис произошел. Если еще с прошлым кризисом как-то так нашим властям удалось немножко соскочить, да, там, с вопроса ответственности, ой, там и вторая волна мирового кризиса, которая еще не началась, но у нас она уже почему-то, значит, настигла, да, и там еще что-то, вот, хотя всем же прекрасно понятно, что кто конкретно требовал и этих $500 там, в декабре 10-го, и кто конкретно требовал экономического роста в 11-13% на тот же самый 2010 год, хотя первоначальный план бюджета составлен был из 3% роста ВВП. Да, и вот к чему привело это. Теперь это, конечно, никто не пойдет на такие идиотизмы. Мы видим это, как медленно снижается ставка рефинансирования, как отказываются от запланированного повышения. А с другой стороны, и делать что-то такое, что способно радикально изменить ситуацию, значит, это меры по развитию конкуренции и уменьшению участия государства в экономике, тоже никто не будет, потому что это опасно и таит в себе риски не для населения на самом деле, а для власти самой. И это, вот, кстати, очень важный тезис, я не устаю его повторять. Принципиально важным моментом нынешней ситуации является то, что те реформы, которые нужны для экономики, они в действительности не несут за собой каких-то серьезных издержек для населения. Потому что у нас же все время привыкли, что если, как говорят о каких-то рыночных преобразованиях, значит сразу там должно быть плохо, и только потом в будущем может будет хорошо. Вот анекдотичная ситуация это тем, что вот это ухудшение положения людей, оно уже случилось. Вот это и было, вот это вот падение доходов в результате этого кризиса. Оно уже произошло. Это грубо, то есть корректно будет говорить, что люди издержки, да, тяготы еще не наступивших реформ уже понесли, да, то есть цену заплатили, а выгод именно из-за того, что никаких этих реформ нет, не получили, потому что никто на них не пойдет в ныне сложившихся условиях политэкономических. Вот такая парадоксальная ситуация. Калі мы зараз у той момент, калі грамадства сапраўды чакае чагосьці новага, маўчым альбо зацыкліваемся самі на сабе, кажам, што мы такія белыя пухнаценькія ні ў чым не ўдзельнічаем, так, а і не карыстаемся магчымасцю, каб дагрукацца да людзей, сказаць, што ёсць іншае бачанне. Казаць не толькі тое, што кепска, а казаць, што ёсць, можна выправіць сітуацыю. Сітуацыю можна заўсёды спрабаваць выпраўляць. Не ўсё так кепска ў нас, і гэта можна сапраўды направіць. Пры тым, што
шок быў зроблены, беларусы вельмі шмат заплацілі за магчымыя рэформы, рэформы так ніхто і не робіць. Тут вельмі важна падтрымаць такі грамадскі настрой, што патрэбныя рэформы. І варта запаўняць гэтую нішу. Калі мы не запаўняем нішу удзелам у кампаніі, гэта будуць рабіць іншыя, альбо вы ўжо бачыце па выніках падачы на рэгістрацыю кандыдатамі, так гэта запаўняе сама ўлада. Яна падае 3-4 па акрузе, як правіла, 3-4 кандыдаты, адзін з іх галоўны і 2-3 тэхнічныя, якія проста па сутнасці выцісняюць нас. Мы атрымліваецца, што ўвогуле не існуем у гэтым грамадстве. Няма іншага бачення. Тыя тэхнічныя кандыдаты таксама будуць казаць, можа быць, будуць казаць крышку больш пра праблемы, але будуць казаць пра іхнае вырашэнне толькі ў сувязі з гэтым рэжымам. І з гэтага гледзяча, сапраўды у кантэксце таго беспрэцэдэнтнага абвалу, што быў, вельмі важна ўдзельнічаць і вельмі важна не зважаць на такую, на жаль, таксама беларускую рысу байкатыстаў, якія проста асноўную крытыку зараз скіравалі не супраць рэжыму, а супраць тых, хто ўдзельнічае. Внутривидовая борьба самая жестокая. І таксама для тых, хто будзе балатавацца, ведаеце, што тэксты народнай праграмы ёсць і на беларускай, і на рускай мове. Гэта ж сама будуць тэзісы на абедзвюх мовах. У залежнасці ад таго, як вам зручна, як вы палічыце патрэбным, можна карыстацца і тым варыянтам. Народ сегодня, значит, абсолютно пассивен в основной своей массе. Поверьте мне. Значит, я старый руководитель, я очень много работал в промышленности, я работал генеральным директором крупного предприятия. Я работал с парткома, я в институте занимался комсомольской работой. Я работал с людьми постоянно. Как это ни странно. Сегодня назовите в городе Мозыре ваши ячейки, на каких предприятиях они есть, которые донесут вашу программу до людей. Я вот тут, значит, мне казалось, может, на пенсии, значит, пенсионер со стажем, ну, лежи, мужик, где-то там и сам занимается своими делами. Нет, я пошел на хлопы-топы, я пошел на так званый народный исход, где было больше ментов, чем было участников. Остальных-то нету. И остальные говорят, а это нам надо. И до тех пор, пока не будем... А потом я пошел на встречу с депутатом, депутатом в областной совет. Значит, там разрекламированно прихожу в здание соседней школы, свой огромный этот самый актовый зал, а там 2 человека сидят. Кандидат в депутаты, доверенное лицо. Я говорю, ку-ку, ребята, а какие счастливые были, что 1 человек пришел. Ну, посидели, потрепали. Кому доносить? Кому нести вот эту правду всю? Я готов ее нести, я не боюсь власти, поверьте мне. Но чтобы нести это, должен быть какой-то отряд, который... Отряд, назовем, это просто несунов. Вот они несут идею. Они убеждены в правоте своей идеи. И они с народом работают. Они работают под любым, не боясь, что их где-то по сторонам затянут, где-то ему, значит, перетянут палкой через уши и так далее. Тому подобное. Без борьбы, господа, или господары, или как мы назовем себя, значит, коллеги, ничего. У нас нема вельмі малалікі, гэта перадавыя атрады, вы правильно кажаце, вельмі малалікі. Так, і то, што вы робіце ў Мазыры, вельмі добра, гэта ўзор. І калі нават мы не можам запраграмаваць рэвалюцыю, хацелі, каб было, альбо мы не можам запраграмаваць стварэнне, калі паўстане тая крытычная маса, што прымусіць Лукашэнку рабіць рэформы. Значит, 2 варианты, альбо Лукашенко прымушаны рабіць рэформы, альбо нічога не мяняецца, або будзе рэвалюцыя. Так, 3 атрымліваецца, так? Значит, што мы можам рабіць, гэта уплываць на сваіх блізкіх, уцягваць моладзь і перадаваць той досвед, які мы маем. Праз выбарчыя кампаніі мы гэта можам рабіць крышку лацвей, чым гэта можна рабіць у міжвыбарчы перыяд. У міжвыбарчы перыяд сапраўды бальшыня людзей спіць альбо выжываюць. Так кожны займаецца сваёй справай. Грамадству таксама па вялікім рахунку няма да гэтага справы. Мы не прысутнічаем, гэта праўда, і я лічу, што гэта наш велізарны мінус. Мы не прысутнічаем кожны тыдзень у паштовых скрынках нашых суграмадзян. Ці ў стане мы гэтага дасягнуць, я таксама не ведаю. Бо грамадства, любое грамадства, яно спажывецкае, яно лянівае. Калі яно недаступна, і калі ім яшчэ па мазгах і па кішэнях моцна не ударыла, так, то яны нас моцна шукаць не будуць і не шукаюць. Мы хочам, каб калі вось гэты момант надыдзе, калі людзі пачнуць больш задумвацца, каб у іх першае, што прыйшло на памяць, гэта народная праграма, што штосьці апазіцыя прапановала. І дзеля гэтага выкарыстоўваем любую магчымасць. Цудоўна, што нават вось вельмі добра, што вы зараз
выказали ваше меркаванне, цудоўна, што тут ёсць маладыя кандыдаты, каб гэты досвед, тое, што робіце вы, яно перадавалася. Я в 8 годзе не быў зарэгістраваны, 25 тысяч улётак, гэта можна разнесці на сваім досведзе, кажу, так, конечно, у нас розныя, можа быць, узроставыя катэгорыі, так, але на сваім досведзе, кажу, за 3 дні можна разнесці 25 тысяч улётак, з групай ад 5 до 10 чалавек, гэта можна зрабіць. І, в прынцыпе, так, гэта адна з нешматлікіх магчымасцяў, каб нам паказаць, што мы існуем.